Испечь традиционное осетинское блюдо, учитывая все нюансы, пропорции, внешний вид и, конечно же, вкусовые качества. За звание лучшего пекаря осетинских пирогов борются студенты средних профессиональных образовательных организаций. Участники итоговых соревнований молодые профессионалы в возрасте от 16 до 22 лет. Это основная возрастная категория. По каким критериям оценивают мастерство кулинаров, расскажет Галина Григорян. Еще год назад Сабина Голоева пекла осетинские пироги дома для самых близких. Сегодня в свои 16 лет она готовит уже на всероссийском уровне. Знает все стандарты и критерии, но одна из немногих помнит, что главное не забыть вложить душу в национальное блюдо. Тут начинки с тыквой, с капустой и мясом вместе и фасоль с орехом. Это все время я должна сделать за 5 часов, плюс еще треугольный 6. Это все должна сделать за 5 часов, успеть по времени. Вроде бы я успела. Им уже поставили оценки? Да, наверное, думаю, что уже да. В Северной Осетии собрались молодые повара из 19 регионов России. Среди них Пермский край, Дагестан, Москва и далекие сибирские регионы. Любят осетинские пироги в самых разных уголках страны. Я начал подготовку в конце сентября, и вот за это время тренировался. Наверное, пробовал часто? Да. За этот год я приготовил более 1000 осетинских пирогов. Каждый день я готовил по 8-12 штук. Пробовал разные. На оценку жюри влияет все. Плотность теста, количество начинки, соблюдение санитарных норм и даже вес. Он должен быть 600 граммов для треугольного пирога и 900 для круглого. Температура не ниже 70 градусов. Критерии строгие. Для студентов средних учебных заведений важно набрать максимальные баллы из возможных 100. У нас 7 модулей. Выпекаем мы пироги из 5 видов теста. Мы выпекаем из пресного теста, из дрожжевого приготовленного парным способом, из дрожжевого приготовленного безопарным способом, из сдобного теста и полусдобного. То есть разные пироги. Мы оценим такие показатели, например, как соблюдение санитарно-гигиенических правил, вредные привычки, например, снятие пробы, хранение продуктов правильное, остатки сырья. Дальше, например, мы по органолептике оцениваем внешний вид пирога, качество теста и начинки, консистенцию начинки, например, температуру подачи, выход пирога. Участники соревновались в течение 3 дней. За это время они приготовили 28 пирогов, каждый с самыми разными начинками – фасолью, мясом, картофелем, капустой, вишней, сыром. Теперь у жюри есть время подвести итоги и объявить победителя в ближайшие дни. Галина Григорян, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.